Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас новая тема – множественное число имен существительных, то есть как нам сказать, что какой-то предмет или какие-то люди, их много, то есть несколько, то есть больше двух. И здесь нам понадобится вот следующие окончания. Это лар, лер, дар, дер, тар, тер. Смотрите, получается конкуренция между тремя буквами. Это Л, Д, Т. И что получается у нас? Л мы ставим после гласных и плюс буква Р. Буква Т, Д, они очень похожи, да? Это как пара глухая, звонкая. То есть они будут после согласных. И давайте немного отработаем на вариантах. Вот вам слово «бала», ребенок. Так, смотрите, слово «бала» заканчивается на гласную, значит мы прибавляем букву «л». Так как слово «твердое» относится к семейству букв «а», то прибавляем «а», и будет вариант «балалар». Давайте возьмем следующее слово «Адам», человек. Так, у нас согласная буква, она звонкая, и значит «д». Адамдар. Так, давайте возьмем мягкий вариант теперь. Возьмем слово «кюще». То есть это слово «улица», заканчивается на гласную мягкую, к семье «е» относится, и поэтому букву «л» добавляем. Кющелер. Друзья, и теперь возьмем слово «кн», это слово «день». И оно оканчивается на гласную «н», она звонкая, но буква сама «э», она мягкая, и поэтому «д», «кндер». Так, и возьмем теперь глухие буквы. Приведем пример со словом «кытап». Буква «п» глухая, значит добавляем «т». Последняя буква относится к семейству букв «а», то есть «а», и добавляем «а». «Кытаптар». Друзья, вот философия казахского языка, ее прагматизм сводится к тому, что в отличие от русского языка, если вы дали числовой указатель или сказали, что какой-то объект, живой или неживой, его много или в некотором количестве больше одного, типа много, мало, несколько, то само слово, сам объект уже, его не нужно употреблять во множественном числе. Это будет избыточно для казахского языка. То есть вы говорите 2 яблоко или 5 арбуз, а не 5 арбузов. Вы не говорите много людей, вы говорите много человек. И вот, собственно, примеры. Смотрите, вот у нас слово яблоко алма, слово 2 ека, и 2 яблока не будет ека алмалар, а будет ека алма. Ека алма. И теперь мы хотим сказать слово «много человек». Люди будет «адамдар», но когда вы говорите «много человек», это будет «купадам». Вы не говорите «купадамдар». Или, например, 10 арбузов. Вы не говорите «one карбаздар», вы говорите «one карбаз». Друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Увидимся на следующем уроке.